А пока россияне едут традиционно куда? К морю. А там сюрприз. Система All Inclusive, оказывается, появилась на российском жарком юге. Да и в тихом Подмосковье можно найти. И каково это отдыхать по системе «Все включено» на родине? Скипидарная вода, йодобромная ванна, жемчужная ванна, хвойная ванна, бишофитная ванна. Все это включено в путевку бесплатно. Вот так громко и со вкусом сотрудники крупного сочинского санатория рекламируют свой собственный All Inclusive. Здесь говорят, еще в Советском Союзе придумали, что профсоюзная путевка включает трехразовое питание, развлечения на пляже и, самое главное, лечение, чтобы отдыхали на здоровье и ни о чем не думали. Мы никогда не равнялись на заграничные курорты. И на протяжении всего своего существования санаторий всегда предоставлял эти услуги, которые сейчас называют модно «все включено». Но наши люди уже вкусили другой сервис – египетско-турецко-греческий, где All Inclusive ассоциировался порой лишь с халявным алкоголем. И так было долгие годы. Как вернуть туриста обратно? Чем мы хуже, подумали русские ательеры, и в этом сезоне обратили внимание на систему «Все включено». Этот формат очень важен и очень удобен как для отеля, так и для туриста, потому что туристу он дает полное понимание и прозрачность всего отдыха, и голова у гостя не болит, где он будет есть, что он будет пить и так далее. А отелю это дает плюс в том, что отель способен прогнозировать услугу на более длительный период, делать ее более качественной и доступной для гостя. В столичном турагентстве мы попросили сравнить цены. Попробуем развенчать главный миф, что отдых на родине дороже турецкого. Для этого задаем критерии поиска. Интересует тур для двоих в начале июля на 7 ночей. Категория отеля средняя, 3 звезды. И делаем пометку, все должно быть включено. Самый дешевый отель в Турции нам выдает цену 58 700 рублей. Найти такой же отель в Сочи оказалось проблематично. Как нам пояснили специалисты, лишь 10 отелей Краснодарского края решились на отчаянный эксперимент. В основном это новые гостиницы, построенные к Олимпиаде. И категория у них иная – 4-5 звезд, а значит и цена. 116 вышло на нашу семью. Но в целом сочинским all-inclusive гости из Москвы остались довольны. Очень удовлетворяет. Хорошо, приятное обслуживание, вежливый персонал. Авиабилеты в стоимость путевки не входят. Получается, что лететь в Сочи в сезон большой семье накладно. Еще один минус – это пляж. Если в Турции, в Греции он может выбирать пляж 300 метров, пляж 500 метров, пляж 2 километра, то, к сожалению, в российских отелях мы сейчас сталкиваемся с тем, что пляж 50 метров. Без пляжа можно обойтись разве что у бассейна в этом подмосковном отеле. Здесь полагают, что для российского бизнеса система «Все включено» – дело новое, и торопиться не надо. Гораздо выгоднее продавать услуги пакетами. Кому-то нужен только завтрак и анимация, а кто-то предпочтет пакет с питанием и лечением. Мы стали искать новые маркетинговые ходы, ценовые предложения. И вот разработали ряд пакетов, путевок, в том числе с включенным питанием. То есть на каждого гостя по его желанию найдется свой пакет. В любом случае наш турист проголосует, что называется, ногами. Сезон только начался, и до подведения его итогов еще далеко.